Точек, кемзир, самый массы. Как раз таки имеет смысл, начиная с головного убора и вот по рисункам, по длине. Ну, то есть это возраст определяется, социальное положение там, да, женщины? Тут возраст. Возраст, да? Это универсальная одежда, но по возрасту по-разному одеваются. Да, головной убор, вот, ну, возраст, вот самый этот, как в таком возрасте называется байбиче, байбиче это как пожилая женщина, это вот статус байбиче получает та женщина, которая вырастили всех детей, вот, женили, отдельный дом, обеспечили, ну, как бы вот. То есть детей, не внуков, да? То есть Да, детей. Да, именно детей. Вот тогда уже, ну, хорошее воспитание, ну, уже как бы, ну, как, которые, ну, с этой задачей как бы хорошо справились, да? И этот, вот, Элечек, он, как, он внутри, в общем, это как тюрбан, который обмотан вот, белой материей. 30 метров. 30 метров материи? До 30 метров длиной. Вот почему? Потому что кыргызы были кочевниками, да, вот из одного места в другое место вот кочевали. Это как служило как вот защита. саван. Нет, как саван. А. То есть вот человек мог умереть по дороге, ну кто-нибудь, ребенок или взрослый, да, его нужно как по обязательно одевать, ну укрывать белый этот материю, что перед похоронами. И вот это, например, могли вот тогда снять и этим использовать, материю, да? Использовать для похорон. То есть вот если человек не умирает, он как головной убор. То есть вот он... Вот если человек рождается, ну, материал где-нибудь, когда нужен будет, вот его на это могли использовать. То есть это просто на голове носили материал, который можно было использовать в каких-то там рождения или смерть там, да? Да. То есть вот он имеет хороший прям вот смысл. Да. И вот это уже по возрасту, я вчера вот вам тоже в музее, когда были, говорил, да, то есть у маленьких девочек они вообще краше, то есть вот красного цвета, да, и еще завязывали вот с обратной стороны, где вот волосы, как он мне? Чачпак. Чачпак. Они вот завязывали вот такие вот штучки, и она тоже по возрасту, то есть вот имела, да, вот у детей, например, маленьких девочек, они другой узор. Ну, просто, например, нитки могут быть цветные, да? Ну, с возрастом она меняется. У байбичей там уже среди этих бывали серебряные украшения какие-то. То есть, вот, ну, в общем, с возрастом она вот... И вот человек мог, да, вот наши предки должны были знать, что перед ним кто является. То есть, вот, это байбиче, или это молодая женщина, или которая уже только что вышла замуж, или еще не замужем. Или, например, ребенок до 12 лет. То есть вот, ну, вот так. Да. А вот для девушек незамужних форма одежды более свободная. Они могут разные головные уборы, платки, как-то по цвету. То есть свобода больше. Свободы больше. Рахмат. 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 Вот так. Спасибо. Ну как наша традиция? Слушайте, ну очень здорово, мне очень... Да, я тоже это запишу. Очень здорово на самом деле вот эти традиции узнавать. Наши поездки, они же не только про сельское хозяйство, они про культуру. И когда мы общаемся с другими культурами и показываем это людям, мне кажется, это очень важно, чтобы это сближает людей, это дает понимание другой культуры, и это очень-очень здорово. Спасибо, что нам организовали такой показ мод, скажем, да, было очень здорово. Спасибо. Спасибо. Давайте.